Вот со мной здесь Акзам. Салям алейкум. Значит, мы сидим в Турции, в Стамбуле, едим чебуреки, и нам пишет Акзам, говорит, что обязательно нужно приехать в Ташкент и попробовать местные чебуреки. Да. Да? Обед. Все, мы Плюс сказали, спайс. да, мы сказали, что все, вариантов никаких нет, придется ехать и, как говорится, пробовать, да. Что, зайдем, посмотрим, да? Жарко. Все, Ну, Якш. вообще пустом. Якш, давай, мы за тобой идем. Ассаламу алейкум. Ага. Эльвира уже здесь? Мы можем сесть рядом. Салям алейкум. Это наш подписчик Акзам, мы договаривались с ним встретиться, и он... Бахчисарайлум или Бахчисарайлум, тоже. Чебурек хаус написано. Может, зайдем в чебуреки покушаем, пообедаем? Без каких-то ожиданий, на самом деле, потому что обычно, ну как, не знаю, домашние чебуреки ничего Чем нет. меньше ожидания, тем лучше всегда бывает. Да, Знаешь, такая да, тема. знаете, вообще в шоке были на самом деле. Я не знаю, сейчас тут работает повар тот же, но говорили крымский татарин повар. Ничего, нормально. Тут как бы Якши не это уже, я Рамиш. А здесь что-то вроде меню есть, да? У нас Да, Эльвира, меню-бар. наверное, уже все Вообще тут у них, на самом деле, вот этого всего у них раньше не было. У них была чисто чебуречная. Значит, и нормально это мне всё идет. нравилось. И это Значит, мне нравилось. А сейчас у них стал фьюжн, и они любые блюда готовят. Тут это так должно быть? Да. Ну, что-то они поменьше стали. На ежика Вот Но экспертное мнение. подача, оцените, да, с маринованным перцем пеклезетли. Вообще, прям, То, что нужно, да? да. А он острый, да? Он в меру острый. Ну, он как турецкий перец, Он такой, миросский, легенький. Здешний. Рахмат. Так, давай попробуем чебурек. Да. Давай. Значит, ну вообще, если честно, вот такая форма, вот такая надутость, она у меня вызывает подозрение. Нечен. Ну, не должен быть такой. Это не традиция. Ну, Традиционный чебурек, он должен быть с ладонью. Такой маленький. я скажу, почему он надулся. Почему? У нас масло экономят дома. У нас масло мало наливают, его же надо в масле прям. Не. Ты зря Но. ты говоришь. Чебурек жарится в казане, где много масла. Много масла, Он не да. надувается. Ну как не надувается? У нас надувается. У вас, вы когда жарите, надувается? Да. Ну, у меня биташка столько мяса кладет, что ты его вот так сворачиваешь, Да. он рвется, не держит форму. Вот ты просто говоришь про вещи, которые не должны быть. Он должен держать форму. Он должен быть такой, знаешь, ну вот по... Ну, это от начинки зависит, на самом деле. Начинку просто много кладут. Ой, сегодня перец прям вообще горький. Но тесто здесь хорошее. Тесто тонкое. Вообще, раньше было лучше немного. В том плане, что начинки было побольше, и там были томаты внутри. Томаты? Помидорки. А это разве отдельно не заказ? Вот они принесли же. Нет, именно вот такие кубиками нарезанные, очень вкусно было. Это... Что скажете? Вообще Как тут у вам? них... вы меню не видели, да? Мы же с тобой пришли. Меню не видели, не принес еще меню. Тауклы там, куриный, курица, грибы, с зеленью неплохой, вкусный. И то, что у нас называется янтыки, тут называют кутабы. И вот кутабы мне не понравились. Это вообще не... Хутап — это чеченское блюдо. Ну, И оно типа. делается с зеленью. Мгм. Он с мясом не делается обычно. Нет, с мясом у них есть, но мне тут совсем не понравилось. Я пробовал. Вам-то как по вкусу? Сейчас я анализирую. Я здесь ничего не знаю, я никогда не была. Мы когда с турком спустились в цех в Стамбуле, Я помню видео, я смотрел. он сказал, что вот такая форма делается для экономии, чтобы было меньше обрезков. То есть он в этом признался. Это не традиция, и он тоже об этом признался. Вот такая форма — это не традиция. Но уже как бы допускается. Не, у нас такой формы тоже не делают, да, форма необычная. Но смотрите, сока очень много. Прям вообще. Ну, слушай, как бы это реально хорошие чебуреки, учитывая то, что ты можешь случайно ехать мимо, да, и вот чебуречная. Да. Причем, когда 2 года в Ташкенте живешь, уже
Мелита он приелся. По-любому. Вообще плов. У меня в Турции через 2 дня уже приедается еда, я уже не знаю, что кушать. Вот. Ну тут вы, наверное, еще не ели особо, да, вот такого Мы, национального? знаешь, что ели? Ну, нас вообще хорошо встретили. Мы там вот такой шашлыки, такие вещи, там маля-пуча, да, вот эта узбекская тема. Сегодня плов поели свадебный, когда ехали с Беговата. Мне понравилось. А где? Или С просто... Беговата мы ехали, и там была чайхана просто на улице, А. на дороге. Не, я думал, Бешказан. Не, ну, это же, ну, наверное, пойдем туда тоже. Бешказан просто туристическое популярное место. Очень много людей там. Но у них плов на хорошем уровне. То есть держит, да? Я не скажу, что самый вкусный плов, который я ел. Вкусный плов я тут ел, например, есть заведение Джой Даман называется, интересное очень. Их раньше вообще на Яндекс.Карте не было. Их можно было узнать вот только через знакомых. Ну, вот местные здесь. Это просто небольшой ресторанчик в Махале, в обычном частном доме. Класс. Вот, и раньше они проводили, сейчас не знаю, проводят или нет, спешалы. Они приглашали поваров на выходные. Узбеки спешл пробуй. Да. Круто. И у них был, допустим, спешл плов. Ну, помимо основного меню, которое у них есть. И вот я к ним приходил на плов. Там очень интересный плов был с орехами и с мясом на гриле, по-моему. Ешь салат, пожалуйста. Ну, что-то вот такое. Давай, а? Ну, ты знаешь, Лейла, что скажешь? Вкусно? А что у тебя с зеленью? У тебя хутар, да? Куда? Ты знаешь, вот когда речь идет про вот такую национальную штуку, традиции и рецепт, он играет очень важную роль. Вот согласись, если, допустим, вот сейчас ресторан делает вот так, через 50 лет, ссылаясь на него, эта форма станет традиционной, хотя она не должна быть традиционной. Сочный, Вы классный. думаете, ресторан перетянет на себя традицию? Конечно. Легко вообще. Не Ты знаю. комментарий видел под этим заведением? Люди комментируют, что узбекская кухня очень вкусная. То есть чебуреки автоматически становились узбекским блюдом. Многие об этом не знают. Узбекская или турецкая? Узбекское блюдо. Чебурек узбекский блюдо. Здесь под комментарием ташкентской чебуречки. А, Ты вчера говорила. Там писали, что узбекское блюдо очень вкусное, чебуреки. Это не факт. ну интересно. Ты не видел? Окумадом мне. Не, просто какие бы они вкусные были, не были бы. Но все равно вот это ощущение, когда ты дома чебуреки ешь, когда Да. у тебя дома готовят родные. Совпадает у тебя вот вкус? Вкус-то это одно, но вот этот вот атмосфера, вот этот вайб домашний, когда коксы, Да. семья. Мы на машине развернулись, чебуреками запахло. Вон там, на перекрестке. Да. У вас же нет. Вот, наверное, знаешь, наверное, самое точное сравнение – это совпадает ли тебе с домашними чебуреками. Потому что для любого человека его домашний чебурек будет лучше, по сути. К которому он привык, ну, так же, получается, логично. Мы же не можем сказать, что, типа, вот чебуреки, которые у нас дома жарятся, они самые лучшие. Мы так не можем сказать. Но зато мы можем сказать, что чебуреки, которые готовились, они всегда, фарш был всегда с зеленью. Если это степь, это чебрец, если это ялыгой, это нане, мята. Мгм. То есть это традиционный рецепт. Сейчас уже мало кто. Вот здесь тоже я не вижу зелень в фарше. Раньше была. Сейчас А. просто особо еще сезон. А в Бахчисарае на ЖД вокзале, где такая, знаешь, условно говоря, забегаловка, там очень вкусные чебуреки, и у них всегда есть зелень. А на ЖД вокзале где? Гирей. Раньше был? Прям ЖД вокзал, там пельменная раньше была. Мгм. Мы же сегодня Вот я съел один чебурек, я не чувствую масляной тяжести. Вот такое бывает, когда неправильно масло нагрето, он впитает в себя много масла, и ты один съедаешь, он у тебя вот здесь стоит. Да, да. В Стамбуле я съел, по-моему, 6, по-моему, 4 своих и 2 еще. И у меня этой тяжести не было. Это реально очень крутой показатель. Да, Я да. по себе знаю. Да. А так, допустим, у кого-то один чебурек съедаешь, он у тебя вот здесь встает, и все, ты больше есть его не можешь. Не, да, Это не то, да. укроп, не. Только на мясо. оно Не, вот когда мы приехали, тут был чебурек, во-первых, он был побольше размером, там была зелень. Это 2 года назад? Да, это 1,5 года назад.
Там была зелень и были вот такие вот мелко-мелко нарезанные Зелень была помидорки. фарше? Да. Ну, а почему они отказались, интересно? Не знаю почему, может повар поменялся. Так, давай еще закажем. Так, помидор, сыр. Так, значит, есть здесь... А, это кутаба. Нет, кутаба не надо. Чебуреки. Помидор, значит, говядина, помидор, сыр, курица, грибы, сыр, зелень, сыр. Все, да? Мгм. А мы сейчас ели с мясом. Классику, да. Ну, это типа чичвара, да, жареные пельмени. Да, этого раньше не было вообще. Ну, расширяются? Не, Расширяются, я да. просто меню смотрю. Фьюжн. Да. Я с курицей, грибами, с сыром. Ты какой будешь? Одно время у нас Посмотри, выбери себе, давай. Да я и тле еще один буду. Еще с мясом, да? Да. Гошли? Рахмат. Бита. Хоп. А, он так вот, да? Окей. Это этли, да, у тебя? Да. Так, ну тут такая же история, ты понимаешь. Я еще, знаешь, видел в интернете, вот такой чебурек приносит огромный, вот так руками нажимают, его как блин сворачивают. У меня из глаз идет кровь в этот момент, и я останавливаю видео на этом моменте. Здесь это было или в Турции? Не-не-не, это где-то в России там. А. Чебуреки же, они же шагают Они же, да. по России. Популярное блюдо. Ну их тяжело кушать, да, из-за размера, из-за формы. Но сама рецептура мне нравится, и тесто хорошее, Тесто и хорошее. да, сочные, Фарш хороший. фарш хороший. То есть технология соблюдена. Вот фарш, он жидкий, такой, знаешь, с водичкой. Там же тоже есть хитрости. Ну вот, как бы, у меня есть система употребления чебуреков домашних, а вот это я не знаю, как есть. Это нужно сделать Ну приходится, а да, что делать? конверт. Не, ну слушай, если мы Чай-йог. говорим о том, что ты можешь приехать в холодный Ташкент, условно говоря, да, и среди этих пловов бесконечных и так далее, ты можешь просто даже запах чебуречный почувствовать, это уже о многом говорит, да? Ну вот вы когда спросили, что наши не открывают здесь кавехане, ну меня удивило на самом деле, потому что я действительно об этом не задумывался и думаю, а что у нас реально не открывают здесь? Мы тут были у родственников в Янгиюле, и вот они дома-то у себя продолжают варить. Только я там кофе попил, мне не очень эта рецептура нравится, они сахар кладут при варке сразу. Не очень люблю такое. Я вообще щекетсис пью. А сахар, когда еще при варке кладут, мне, не знаю, не нравится вкус. Не, мы не используем, мы не кладем. Вот, а именно заведений почему-то нет. Только-только приходит вот этот спешлти-сегмент, кофейни открываются, но они такие, молочные напитки. Да, да. Ну, воронку можно где-то попить, фильтр, а так редко. В Узбекистане чай пьют в основном. Ну, вчера, ну, сейчас много кто приехал. Вчера мы идем, Бродвей, улица, ты знаешь ее? И там такой этот прицеп. Я смотрю, турка авеса есть. Там Мехмед Эфенди. Я ему заказываю. Я говорю, давай. Он у меня 15 раз переспрашивает, потом объясняет, что это такое, что это вот такой маленький стакан. То есть это настолько непопулярное направление, то есть его не заказывают. И он меня отговаривает, чтобы я не ошибся в своем заказе. Я говорю, нет, именно это мне сделай. Он начал потом путаться, теряться, что-то начал забываться. Короче, ну, не заказывай. Вы снимали? Он бухнул туда 5 ложек кави? Он скрылся, что-то там делал, потом какой-то болгарский перец нарезал. Я думаю, так, я сейчас, по-моему, что-то новое попробую. И, короче, он выдает мне стакан, я нюхаю, я понимаю, что там минимум 3 ложки кофе. Всегда так бывает, когда их снимает камера, они начинают теряться и думают, добавлю я для надежности еще побольше. Это был, ну, жесть крепкий кофе. Ну, нормально. Нормальный чебурек, хороший. Ну, ты знаешь, может быть, это звучит немножко, ну, тоже я придираюсь, но для меня вот форма это очень важно. Потому что она многие вещи объясняет. Вот реально. И ты когда эту форму берешь, ты когда читаешь, вот, как рассказывали путешественники, говорили, вот Асан съел 40 чебуреков.
но не таких же чебуреков. Это были чебуреки с ладошку, маленькие чебуречки. То есть, понимаешь, и это многие вещи объясняют. А у нас сейчас вот Симферополь тоже чебуречный номер 1, популярный поведение. Там вот такой лопух. Но хорошо, что у них появилась мини-чебурек, и там в порции 3 чебуречка маленьких. Вот такой я заказываю, когда у меня бывает. То есть это уже, как бы, знаешь, дали лазеечку для нас, таких, которые, ну, староверов. А ты в ценах ориентируешься уже? Здесь? Да. Более-менее. Ну вот смотри, вот, допустим, здесь чебурек 25, ну 26 тысяч, условно говоря, да? Это цена норм вообще в целом по этому сегменту? Это же сегмент уличной еды, получается. Уличные еды, да, но я обычно один беру себе. Но сейчас они поменьше стали. Сет берешь? Нет, один. Обычно один чебурек беру. Я раньше брал 2 чебурека, они были крупные. Да. И потом идешь и жалеешь, что 2 чебурека съел. Даже с учетом того, что они не жирные на самом деле. Сейчас жалеешь, что один взял, да? Сейчас нормально, в принципе, я 2 съел, но 50 тысяч на человека, в принципе, нормально, да. Нормально. Нормально, но Это сколько миллилитром... рублей? Ты научился считать? Ой, сейчас курс скачет, 15 тысяч 100 рублей. 15 тысяч, но это где-то 170-180 рублей. Один чебурек? Да. Ну, как у нас цены. Вот. Вот примерно, да, прям как у Но нас. в Мелитауме вы пообедаете, скорее всего, дешевле, если плов возьмете. И что такое Мелитаун? Это типа где еда, да? Обобщенное название любого национального заведения в Узбекистане. Всё. Мелитаум. Так, ну здесь еще кутабы есть. Ну, кутабы, скажем так, это янтык вкуснее. Вот, отвечаю. Янтык вкуснее, Сколько да. раз я... Все, это пройденный этап. Ну, без обид, конечно. Так, чебурек с мясом, с помидором. Значит, один чебурек стоит 170 рублей. Примерно. Примерно 170 рублей. Примерно. Ну, чечевара, все дела. Здесь закуски есть. Мостовые. Чечевичный суп такой странный, если он такой. Он не Мерджимек? пробитый. Ну, чечевичный, он не пробитый, походу. Я тут не брал. Но вообще тут неплохо готовят. Вот в турецких заведениях, в которых я был, там неплохо. То есть вот чубан, получается, это 300 рублей, да, примерно? Чуть больше? 50 тысяч? Да, где-то так. 300 рублей. Так, это что за дубайский шоколад? В целом, получается, ну, типа на одного человека 2 чебурека, если берешь, это что? 50 тысяч. В районе 400 рублей. Но тут вы еще, попить возьмете чай Да. и заплатите за обслуживание в любом заведении. А что, это новая тема, нет? Это так было здесь? Везде, да. Причем разный процент, от 10 до 20. Я когда приехал, 20%? вот здесь 20%. Ничего себе, тоже много. Я когда приехал, я был уверен, что это чаевые. Потом мне объяснили, что это не чаевые на самом деле. Если ты хочешь чаевые дать, ты отдельно даешь официанту. А в чем разница? То есть это идет не официанту, а идет в заведение. Да. То есть заведение за твой счет платит зарплату официанту. Я не знаю, зачем они это отдельной строчкой выносят, но это вот здесь отдельной строчкой всегда в чеке. Они это делают, чтобы у тебя чебурек не был дорогой. У тебя чебурек стоит 25 тысяч, сумму, чтобы он 30 тысяч не стоил и тебе по глазам не бил. Они говорят, нет, смотри, чебуреки у нас вот так вот. Ну вот красивый парень тебя обслужил, вот ты за него заплати. Но в этой истории мне не знаешь, что мне нравится? Тебе не оставляют выбора. Да. Пойти самому забрать. Нет, есть выбор. Есть реально? Есть выбор, потому что, вот отец приезжал, у него здесь знакомый, с которым он встречался, и говорит, принципиально ходит, сам берет себе, чтобы не платить за И ему обслуживание. не пишут? Нет. Это лайфхак, слушай. А где они, где они выдаются? Он им сразу говорит, я сам схожу. Я не знаю, как это происходит. Но это же тоже социальная история. Человеку как-то стыдно вот так вот говорить, я не хочу за обслуживание платить, давайте я буду сам. Если ты один, нормально. А если у вас пришло 10 человек, и у вас хороший счет, 20% это... 20%, да, немало. Я не скажу, что я прям заморачиваюсь из-за этого. Просто это будет многовато. Да. Это лазейка, которую они используют. Обычно 10, вот так вот где-то, 10-15. Сейчас вот здесь вот 20 всегда было, по-моему, насколько я помню, да. А ты не знаешь, кто хозяин, владельцы здесь? Нет. Я помню, что вот 1,5 года назад чебурек был 19 тысяч. 1,5 года назад? Да, Сейчас 19 тысяч. Потом он стал 22, потом он стал 25. Вне сезон, когда подороже, он был 29. Сейчас он подешевле. А когда сезон? Раньше они помидоры, вот это все клали. Допустим, зимой не сезон, у них... Помидор был базовым, что ли? Да. Так же не должно быть. С мясом помидоры были внутри. Вкусно было достаточно. Так, в общем, здесь получается у нас
Я вас собирался в это место сводить, показать, где я 676 беру тысяч. кое-что, там Все вообще вместе. Но у нас хорошо. были не только чебуреки, у нас были еще другие блюда. Поэтому вот так вот. Ахмат? Вкусно, Попугай уже уснул, все. Ночная смена. А этот еще не спит. А, эти здесь двое. Поэтому. Такая на улице посадка. Как вам чебурек? Нормально, я. Нормально? Нормально, я. Чебурек или чебурек? Вообще чирбурек, правильно. Чирбурек. Пожаренный пирожок. Ну это ладно уже, хоть так пускай будет. Чебурек олсун главное. Ну да. Так, ну, в общем, все понятно, нормально, но стамбульский круче. Стамбульские вкуснее чебуреки были. Мне кажется, А что мне в Стамбуле больше понравился. все зависит от настроения. Да, кстати, это важно. Да. Очень важно. Он реально тоже очень вкусный. Очень важно настроение у нас в Стамбуле. Всегда все нравится нам. И я, знаешь, я же вот тебе сказал про домашнюю еду, да? А. Вот стамбульский чебурек, он был очень близкий, вот как домашний чебурек. Поэтому, ну, это тоже По вкусу, классно. по форме. Вообще, вот. Вообще. Форма нет, форма такая же, такая вот. Форма, кстати, там была треугольная. Там, ну, Там совсем был такой, по-моему. не, там наоборот был меньше, чем здесь. меньше? Здесь прям вообще такой, ну, почти круг уже. Нет, Это люди классно. выкройку профессионально делают, просто без этих, да? Без отходов. Как, адрес скажи? Адрес Мукими 41, по-моему. Мукими Ну, 47 слушайте, да. или 1? И, 41. по-моему, Мукими 41, но тут Чебурек Хаус надо просто писать. В общем, скажем так, вот такое. Ладно, все. Всем пока.